Площадку для проведения праздника Дня поля 2017 предоставил Брянский государственный аграрный университет. Погода способствовала. Последние капли дождя вылились аккурат накануне праздника. Пожалуйста, поднимайтесь повыше, поднимайтесь, особенно с детками, чтобы вы все увидели. Последние приготовления, и вот они, дорогие гости, которые по сценарию должны приветствовать участников большого сельскохозяйственного форума. Разрешите вам представить самых главных из людей, кто трудом приумножает плодородие полей. Вот они, представители предприятий и организаций, участников Брянского поля. Встречайте, представители научных организаций и предприятий по производству удобрений и селекции семян, производителей и поставщиков оборудования для животноводства. В этом году на праздник Брянского поля приехали участники почти со всех областей Центрального федерального округа, городов Москвы, Санкт-Петербурга и даже Новосибирска. Большой обход Брянского поля официальная делегация начала с подворья Выгонического района. Александр Богомаз вместе с Муратом Зязиковым не удержались и включились в историческую реконструкцию еще не так давней истории сельского хозяйства нашей страны. Несмотря на холодное лето 2017 года, на подворье уже были первые снопы, корзинки с урожаем, а всех желающих селянки поили душистым чаем из разнотравья. Здесь у нас представлены чаи травяные, ароматные, собранные на нашей брянской земле, в лесах, полях. Чебрец, боярышник, бессмертник. Ну, это такой большой народный праздник на самом деле. И, конечно же, это и ярмарка, но это серьезнейший форум сельскохозяйственный. И Брянщина показывает, чем богата, чем может порадовать гостей. Вот я сегодня попробовал такой, знаете, просто феерический пирожок. Это картофельный пирожок, а внутри начинка с жареной капустой, с морковкой. Вот просто пальчики оближешь. В этом году День Брянского поля проходит уже 8-й раз. И с каждым разом он все становится более представительным, и он участвует все больше и больше участников. Если 8 лет назад в первом дне Брянского поля было только 6 участников, то в этом году участвует более 200 компаний. В этом году впервые на празднике свою экспозицию представил крупнейший сельхозпроизводитель Брянского региона – компания «Мираторг». Холдинг «Мираторг» реализует проект на территории Брянской области уже практически 10 лет. Сегодня мы впервые представлены на дне поля. То есть фактически у нас здесь экспозиции можно увидеть ту продукцию, которую производит компания. Праздник состоялся, а количество участников свидетельствовало о качественном скачке в развитии сельского хозяйства Брянской области. Вот за эти 3 года на Брянской земле внутренний региональный продукт сельского хозяйства из 44 миллиардов рублей он вырос до 83 миллиардов рублей. Почти 2 раза. Мы сегодня имеем хорошие показатели в различных отраслях. Это и производство мяса, которое сегодня производится 392 тысячи тонн, больше, чем в лучшие советские годы в 4 раза. Основной вопрос различных сельскохозяйственных форумов – какие виды на урожай в году текущем и выполнение главного посыла руководства страны – обеспечение продовольственной безопасности государства. Это не праздник Брянского поля, это праздник российского поля, потому что мы сегодня видим на самом деле мировые образцы, которые здесь представлены. На самом деле видим сегодня и та культура, растениеводство, которое сегодня происходит здесь, и та наука, которая уже сегодня также здесь развивается.
развивается, это очень высокий уровень. Высокий уровень сельского хозяйства сегодня возможен только с применением новых технологий сельхозпроизводства, с использованием лучших сортов культур растений, пород скота и обязательными комплексами переработки и хранения полученной продукции. Александр, что можно сделать на этом агрегате для обработки нашей продукции овощной средней полосы? Этот агрегат предназначен для вакуумирования овощной продукции, который прошел предварительную обработку, то есть очистку. Вот что мы в данный момент и видим. То есть очищенный продукт, будь то свекла, морковка, лук, очищается, подается в пакет, уже взвешенное, и далее приходит на вакууматор. На вакууматоре оно отсасывает воздух и запаивает. И далее, сколько он хранится? Значит, продукт хранится при температуре, то есть в холодильнике, от 1 до 3 градусов до 15 суток. Из-за растянувшейся весны и прохладного лета урожаи по стране поспевают с опозданием на 2-3 недели от обычных сроков. Но, несмотря на погодные трудности, хлеборобы Брянской области планируют собрать около 2 миллионов тонн зерновых. Если мы посмотрим сегодня на поле, то видите, как пшеница, она как хвост налитой. И это происходит на всех культурах. То, что касается того же картофеля, моркови, свеклы, то есть эти погодные условия это оптимальные для роста именно этих культур. И сегодня Брянская область она уже начала продажу картофеля 10 дней назад. Виды на картофель в этом году будут лучи. Государственный план по обеспечению продовольственной безопасности России должен быть выполнен к 2020 году. Чтобы помочь крестьянам, на всю отечественную сельхозтехнику правительством Брянской области и федеральными властями предоставляется субсидирование в размере 25%. Кроме того, уже 2 года в Брянской области работает программа по предоставлению субсидий на приобретение зерносушильных комплексов. Алексей Есипенко, Алексей Рязанцев, телеканал «Городской».